Глава республики Егор Борисов в столице встретился с главами наслегов и поселений Якутии. Речь шла о вопросах благоустройства сельских территорий и строительстве жилья в регионе. О взаимодействии власти и общества в материале нашего корреспондента Влада Давыдова. В 2016 году в Якутии стоит задача ввести более 600 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с тем намечена масштабная работа по благоустройству населенных пунктов республики. По мнению главы Егора Борисова, в выполнении и реализации этих и других важных для населения Якутии задач необходима помощь и поддержка со стороны общественности республики. Один из безусловных приоритетов – это взаимодействие властей региона с Общероссийским народным фронтом. Взаимодействие власти и общества, как я вижу, является вообще одной из главных целей нашего руководства нашей республики, потому что как раз вот в обществе концентрируются все идеи, которые затем и воплощаются. Именно они становятся как раз толчком не только для развития гражданства общества, что представлено конкретными активистами, но и вообще в целом республики, для развития в целом республики. Но мне вот самому приятно, конечно, что, к примеру, мое мнение относительно развития безбарьерной среды и реабилитации людей с инвалидностью было услышано руководством республики. Сейчас уже не первый год работает Центр адаптивной физкультуры. Возвращаясь к теме строительства жилья, в октябре прошлого года в ходе разговора с представителями ОНФ глава согласился с доводами о необходимости разработки открытого для широкого доступа реестра недобросовестных застройщиков. Стороны нашли взаимопонимание по вопросу о комплексной застройке земельных участков для многодетных семей и других льготных категорий граждан по Вилюйскому тракту Якутска. Ну а говоря об инфраструктурном обустройстве территории в сельской местности, Егор Борисов сказал, что будет разработана отдельная программа. Суть состоит в том, что мы со всей страны должны собрать информацию по тому или иному вопросу с тем, чтобы внести конкретное предложение уже по улучшению ситуации, по исправлению ситуации. Вот. И частенько вопросы доходят уже до решения вопросов законодательным путем, то есть предложение в законодательные органы идет. Да? Но самым показателем является то, что лидер нашего Народного фронта Владимир Владимирович Путин, президент наш, включает многие вопросы в свое послание, ежегодное послание Федеральному собранию. Наша задача, если есть проблемы, обращать на них внимание власти и говорить о том, что есть, вот лежит на поверхности, то есть те проблемы, которые давно не решаются. И здесь очень важна реакция власти. Конечно, сейчас хотелось бы, чтобы в год благоустройства взаимодействие общества и власти усилилось. Конечно, хотелось бы взаимопонимания. Взаимоотношения конструктивные. Конструктивные взаимоотношения. Есть определенные, конечно, какие-то бывают недопонимания иногда, да, но они в любой ситуации могут возникнуть, да, потому что наша точка зрения есть точка зрения людей, есть точка зрения там, профессионалов, есть точка зрения чиновников. Да. Конечно, в одномоментно трудно все это соединить, чтобы все думали там одинаково. Да. Могут быть какие-то трения, да, но я не думаю, что ситуация какая-то прям очень патовая. Да. Мы конструктивно работаем. Активно власти Якутии ведут работу и с Общественной палатой Республики и России. Напомним, что в ходе первой встречи Егора Борисова с секретарем Общественной палаты страны Александром Бричаловым общественник отметил, что полностью разделяет политику главы Якутии в отношении деятельности Общественной палаты Республики и общественных советов на местах. Хорошо, что вы на диалог выходите, и в этом смысле я, безусловно, готов поддерживать. Вот. И важно таких людей, чтобы для них был социальный лифт. Но моя функция, я сказал бы там президенту, до конца года вы увидите действительно гражданских активистов. Увидите те палаты, где ставят вопросы, своим примером показывают, как решать, или мы увидим общественников. Вот это, я думаю, что у меня получится. И, наверное, с вашей помощью. О грамотном и эффективном взаимодействии власти и общества на местах Егор Борисов говорил и сегодня на встрече с главами наслегов и поселений Якутии.
проблема с жизнеобеспечением поселка, с теплоснабжением, с водоснабжением остается основной проблемой на сегодняшний день. Но это совещание, я приезжаю уже вот в течение 5 лет на эти совещания, мы решаем здесь жизненно важные проблемы, и проблемы, к счастью, решаются. Поэтому хорошо, что такие вот встречи с главой происходят. В республике все чаще общественность применяет методы прямого общения с властью. Этот формат общения власти и общества часто относят к формату прямой демократии. Так, например, только с начала этого года у главы республики были встречи с населением 4 районов, в том числе с жителями самых отдаленных наслегов. Это и есть прямая демократия, когда глава сам в непосредственном общении с жителями, без посредников, не только узнает о самых животрепещущих проблемах людей, но и решает их. Влад Давыдов, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.